15 лет тому назад, с 7 на 8 августа, прикрываясь словами о мире, президент Грузии Михаил Саакашвили начал специальную операцию, так называемое «Чистое поле», целью которой было уничтожение Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Для прикрытия своей вероломной цели вечером 7 августа 2008 года в своем обращении к народу Грузии президент Саакашвили заявил, что отдал приказ грузинским войскам, находящимся в зоне конфликта, прекратить огонь. Но уже через несколько часов после этого заявления Грузия начала наступательную операцию на Южную Осетию. В полночь после артиллерийской подготовки в сторону Цхинвала выдвинулись колонны грузинских танков и штурмовые отряды. Началось так называемое восстановление конституционного порядка в зоне юго-осетинского конфликта. Грузинские захватчики проявили нечеловеческую жестокость, убивая стариков, женщин, детей. Утром 8 августа грузинская авиация нанесла первые бомбовые удары по территории Южной Осетии, и к середине дня превосходящие по численности и вооружению войска Грузии, несмотря на самоотверженное сопротивление юго-осетинских защитников, взяли под свой контроль часть Цхинвала и несколько сел в Южной Осетии. Еще 6 августа президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш сделал заявление в средствах массовой информации. В случае, если Грузия развернет боевые действия, Абхазия выйдет из Московского соглашения и введет свои войска на территорию Грузии, выполняя союзнический договор с Южной Осетией. Поздно ночью президент Абхазии созывает Совет Безопасности Республики, на котором было принято решение об исполнении своих союзнических обязательств. Утром 8 августа части восточной группы войск Вооруженных сил Республики были подняты по тревоге и выдвинуты к западной границе Грузии. Также была объявлена частичная мобилизация. Бригады резерва выдвинуты в район боевого слаживания, далее в район боевого предназначения в Кодорском оперативном направлении. Началась активная фаза реализации Кодорской наступательной операции, что отвлекало большие силы противника от наступательных действий на Южную Осетию. Руководство всей операции осуществлял министр обороны Мераб Кишмария, генерал армии. Были развернуты передовые пункты управления на двух направлениях. На Кодорском направлении, в котором руководителем был первый заместитель министра обороны, командующий сухопутными войсками Закан Владимирович Нанба, и на Галском направлении. Там руководил заместитель министра обороны по общевойсковой подготовке полковник Павлушка Александр Адамович. Запасной пункт управления находился непосредственно в Генеральном штабе Вооруженных сил Абхазии, которым руководил начальник Генерального штаба генерал-полковник Зайцев Анатолий Иннокентьевич. Россия пришла на помощь южно-осетинскому и абхазскому народу. Вооруженные силы России провели специальную операцию по принуждению к миру на территории Южной Осетии и на самой Грузии. Грузинские агрессоры были разгромлены. Мы никогда не забудем подвига российских миротворцев, которые до конца выполняли возложенные на них обязательства. Навечно сохраним благодарность руководству Российской Федерации, президенту Российской Федерации того периода Дмитрию Анатольевичу Медведеву, принявшему историческое для народов Абхазии и Южной Осетии решение. В эти августовские дни 8 года пролилось много крови. Сотни мирных жителей и защитников Южной Осетии, более 60 российских военнослужащих сложили головы. Предлагаю почтить память всех защитников минутой молчания. Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья была спланирована и проведена блестяще, практически с минимальными потерями в личном составе, вооружении и технике. Хочу сказать о том, что хотя
президент Грузии, который сегодня арестован, и я думаю, что он все-таки понесет должное наказание за те деяния, которые он совершил в бытность президентом, давая приказ Министерству обороны Грузинской Республики на уничтожение Южной Осетии. Был рабочий орган, вот, координационный совет, куда входили абхазская сторона, грузинская сторона, миссия Организации Объединенных Наций и миротворческие силы. И накануне этой операции, которая прошла в Кадорском ущелье, накануне августа, были все разведпризнаки, которые позволяли судить о том, что грузинская сторона будет предпринимать силовые меры по приведению, как с их точки зрения, к установлению конституционного строя в Грузии. 4 августа 2008 года по согласованию с руководством Абхазии в Сухум приехал военный атташе посольства США, который имел встречу с министром обороны Абхазии, с Мирабом Борисовичем Кишмаря. Шел обстоятельный долгий разговор. Почему приехал военный атташе, вот, если мы зададим себе вопрос? Это только потому, что узнать, сделать выводы, что будет делать Абхазия, если вот в Южной Осетии начнутся боевые действия. Мираб Борисович рассказал о том, что Абхазия привержена выполнению Московского соглашения, что Московское соглашение по разъединению сил, если этого соглашения не было бы, конечно, Абхазия ставила бы до этого вопрос проведения силовой операции в верхней части Кадорского ущелья. Абхазия должна была рано или поздно, конечно, провести эту операцию для того, чтобы обеспечить территориальную целостность нашей республики. И вот в разговоре с военным атташе Мираб Борисович открыто сказал: мы знаем намерения Грузии, мы знаем о том, что сегодня в Южной Осетии, может быть и в Абхазии, все те признаки, которые позволяют судить о намерениях грузинской стороны. И в конце разговора, как бы уже подводя итоги, военный атташе сказал о том, что да, возможно, что эта операция и пройдет. А как будут реагировать в этой ситуации, скажем, посольство США? Ну, посольство США говорит, если на самом деле начнутся какие-то боевые действия, конечно, осудить. Это слова, конечно, осудит действия грузинской стороны. Но мы все прекрасно помним, как они осудили, в кавычках, как они действовали. Они не то что осудили, а оказывали активную помощь для того, чтобы была проведена эта операция. Это вот как бы предисловие такое к началу. Вообще, задолго до кадорских событий, вы знаете о том, что в июне 1994 года в Абхазию были введены миротворческие силы. И после ввода миротворческих сил начался активный процесс по выполнению, ходу выполнения Московского соглашения. И в результате вот тех встреч, которые проходили на том этапе, в одной части, скажем, в верхней части Кадорского ущелья, в Гальском районе, установились первые контакты с представителями сванской стороны вооруженных формирований сванов. Это все активно докладывалось президенту, главнокомандующему, и главнокомандующий поставил задачу Министерству обороны о том, чтобы эти контакты продолжались бы, но в закрытом формате, чтобы об этих контактах ни в средствах массовой информации, ни в каких-то других местах, просто там, как обычно мы иногда бывало на рынке, все можно было узнать, чтобы всего этого не было. И я хочу сказать о том, что утечки информации о работе той рабочей группы, которая была определена еще в 1994 году, об этом население не знало. И были проведены много встреч. Вот здесь находится Нанбазаканбе Владимирович, в прошлом первый заместитель министра обороны, который в составе этой группы неоднократно выезжал на оккупированную территорию, верхнюю часть Кадорского ущелья, встречались с представителями сванской стороны. Хочу также сказать о том, что
на площадках ООН дважды до 2008 года рассматривался вопрос о взаимодействии абхазской и сванской стороны. И было выработано джентльменское соглашение, так называемое. Оно документально не подписывалось, но в протоколах, в документах Организации Объединенных Наций так и называется джентльменское соглашение абхазской и сванской стороны, где мы брали на себя, абхазская сторона, определенные условия, и сванская сторона тоже брала на себя какие-то вопросы. В частности, сванская сторона взяла на себя обязательство, что на территорию подконтрольную властям Абхазии не будут проникать диверсионные группы через их территорию. Вы помните, до 98, 96, 98 годы с этой территории к нам заходили диверсионные группы, которые похищали людей, убивали людей, взрывали какие-то объекты и так далее. И второе, самое главное, это задача, которая была поставлена главнокомандующим, чтобы мы смогли договориться со сванами, не размещение на территории верхней части Кадорского ущелья параллельного правительства. Правительство, как они называли, правительство в изгнании. И сванская сторона вот эти вопросы взяла на себя. Мы определенные вопросы взяли на себя, и в конечном итоге сванская сторона, вооруженные формирования сванов, под руководством на том этапе представителя президента Грузии в Кадорском ущелье Гвитиани, они об этом заявляли на этих встречах, и в конечном итоге до конца они выполнили свои обязательства. Но когда они уже открыто начали заявлять властям Грузии, что они не допустят там развязывания новой войны, конечно, грузинская сторона провела против них силовую акцию. Была бы попытка захватить их, арестовать. Часть людей были арестованы, другая часть вынуждена была оттуда эвакуироваться. И в конечном итоге некоторые представители этой части сидели несколько лет в тюрьмах Грузии. И это позволило, с моей точки зрения, чтобы в конечном итоге боевые действия, которые фактически должны были начаться, прошли вот в том виде, как они прошли, и грузинская сторона потом вынуждена была согласиться на условия абхазской стороны без применения силы. Чтобы понять, что привело к проведению Российской Федерации операции по принуждению к миру Грузии, необходимо взглянуть ретроспективно, посмотреть, что происходило на Северном Кавказе, скажем так. Вашингтон заинтересован в распространении, в увеличении зоны боевых действий на Северном Кавказе. Вся инфраструктура, которая снабжала боевиков вооружением, всем материально-техническим, проходила через единственный перевал в Грузии, через Понтийское ущелье. Территория неподконтрольная Абхазии – это от перевала Хида до перевала Аданге свыше 70 километров. На этой территории несколько троп возможных переброски на территорию Северного Кавказа от литературы ваххабитского толка, скажем, до вооружения. В дальнейшем, если увеличить зону влияния, то есть закрепиться в Чкалтинском ущелье, закрепиться непосредственно на перевале Аданга, взять его под свой контроль и выдвинуться в сторону Псху, то получается, мы фактически будем отрезаны по северу от Российской Федерации. Над нами нависает полностью группировка вооруженных сил Грузии. Создает угрозу применения сил и средств на любом направлении в Абхазии. Для этого Соединенными Штатами Америки выделяется изначально $64 миллиона, которые идут на подготовку 4 батальонов. Первый батальон, батальон «Командос», который стоял в очереди на обучение и на оснащение, командиром этого батальона назначен был Лаша Беридзе, окончивший с отличием Форт Брэк, Соединенные Штаты Америки, Центр подготовки офицеров специального назначения. И по протекции, назначен на эту должность был непосредственно по протекции Соединенных Штатов, с командования спецподразделений Соединенных Штатов Америки. Далее,
Создается Центр горной подготовки в Казбеге. Центр горной подготовки создан практически на деньги Франции. Обучение к 2008 году, к моменту проведения специальной военной операции по принуждению к миру, около 700 человек вооруженных сил Грузии были подготовлены и прошли обучение по полной программе. Последние экзамены и зачеты они сдавали непосредственно во Франции в Центре подготовки горных стрелков Шамане. Машина обучения и вкладывание в Грузию, непосредственно в вооруженные силы Грузии разворачивалась с каждым, буквально не месяцем даже, а с каждым днем. К этой программе подключился Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина. Снабжение флота полностью было на Украине. Флот и артиллерия. На территории Украины работали заводы по ремонту техники, военной техники, непосредственно грузинской военной техники. Теперь, когда понятно, чего добивалась Соединенные Штаты Америки, а их интерес непосредственно был на Северном Кавказе, расширение влияния боевиков на Карачаево-Черкесию, на Кабардино-Балкарию, соответственно, над нами нависает угроза, как дамоклов меч, который в один прекрасный момент даже небольшими, хорошо подготовленными группами могли привести к хаосу всю территорию Абхазии. Со стороны Российской Федерации интерес заключался в другом. Не допустить распространения ваххабистской идеологии на территории Северного Кавказа. Наши интересы, интерес Абхазии и интерес Российской Федерации совпадали в главных вопросах сохранения государственности Абхазии и непосредственно сохранения контроля над Северным Кавказом в тот момент со стороны Российской Федерации. Что происходит дальше? Дальше. Финансовая помощь со стороны Российской Федерации. Создается управление специальных подразделений. Сегодня потом в перспективе оно стало называться разведывательным управлением. Изначально был разведотдел, потом управление специальных подразделений. Почему его назвали управлением специальных подразделений? Чтобы не размазывать ту финансовую помощь, которая шла со стороны России на все Министерство обороны тонким слоем, решили сгруппировать, создать ударный кулак. Первым стояла задача номер один — создать подразделение специального назначения. Был создан отряд специального назначения «Ирбис», в задачи которого входило непосредственный контроль всего участка главного Абхазского хребта и Кварчельское направление угрожающее. Это по Кварчельскому хребту и до границы с Грузией. Около 200 человек личного состава. Заработная плата была у рядового Ирбиса примерно равна, вот сейчас не будем скрывать, прямо будем называть вещи, равна старшему офицеру, скажем, начальнику отдела Министерства обороны на тот момент. Следующим этапом, первым этапом, значит, было создание отряда специального назначения, дальше разработка и шлифовка, скажем так, штатного расписания разведывательного управления. В управление специальных подразделений, как оно называлось изначально, входило все. У нас были ремонтные базы по ремонту техники. В Минобороне, в других структурах не было. Непосредственно в этом управлении под генеральным штабом были и ремонтные бригады, и силовой блок, отряд специального назначения. Был создан информационно-аналитический отдел, который занимался обработкой всей поступающей информации. Отдел, который занимался непосредственно сбором этой информации. И все потихоньку начало работать. Была проведена операция, которая сейчас называется «Черная вода». Когда мы взяли под свой контроль, начиная все основные перевалы, начиная от Аданги, кончая Кварчельским направлением, и плотно перекрыли
возможность проведения диверсионных актов на территории Абхазии и, более того, возможность проведения крупномасштабного, скажем, действия со стороны Грузии. Под нашим плотным контролем был перевал Аданге, гора Куламба, хребет Лахта, хребет Амткел, урочище Баргана и на Кварчельском направлении от поляны, где Хаджал, предгорье, и до границы. Уже это был не 99-й, не 2001 год, когда единственное направление контролировалось батальоном, горнострелковым батальоном на месте слияния реки Максимка и Кадора. Уже можно было сказать, что мы пошли на опережение. Мы смогли закрепиться на тех местах, через которые можно было проводить не просто диверсионные какие-то акты, переходить, но и крупномасштабные определенные операции против Республики Абхазия. Свыше 70% территории Абхазии – это горно-лесистая местность. В Грузии в тот момент было подготовлено, как я уже говорил, свыше 700 человек, обученных людей вести боевые действия непосредственно в горно-лесистой местности. Это вот предыстория проведения операции по принуждению к миру непосредственно Грузии. Мы сыграли на опережение. А непосредственно во время этих событий уже разведывательное управление встало плотно на ноги. Мы уже контролировали и радиоэфир в полном объеме. Не просто силовой блок, скажем, там МВД и Министерство обороны, но мы знали, сколько чего завозилось непосредственно в порты, какой груз когда отгружался, у кого, вплоть до того, что у какого офицера когда день рождения. Я хочу сделать такое вступление. Вы знаете, что у меня получилось так, что больше 20 лет где-то по заграницам. Для каждого народа существует свой тип нормальности и своя мера совершенства. Я знаю те государства, которые в войска не шли в бой без наших советников. Рядом обязательно должны быть наши офицеры. И вот отдельно хочу сказать, поверьте, я когда говорил, когда буду уезжать, напишу лозунг «Русский с абхазом, братья навек». Абхазский народ – особый народ. Абхазские люди – особые люди. Это вы мне должны поверить, как человеку, прошедшего огни, воды и медные трубы. Значит, народ мужественный, народ, любящий свою землю, народ, говорящий все в этих серьезных условиях по делу. Да, мы можем говорить о хорошем мастерстве и знании обстановки дела. Допустим, вот мой друг Гуран, значит, Лукенбеевич Инукаглы, генерал, мне очень рада. Закан Владимирович влезал во всю глубину, учился, сидел на картах, рисовал что-то, проникал и так далее. Гарри Сергеевич постоянно выезжал на переговоры и давал обстановку. Не присутствующих здесь, я еще хочу сказать, служба государственной безопасности, СГБ, служба государственной безопасности, генерал-майор Юрий Ашуба, значит, он давал точно такие же примерно данные по противнику, где что и где там артиллерия, где нас ждет, так же, как и вот давал нам Сергей Анатольевич и полковник Свижбан Беслан Андреевич. Значит, хочется сказать и генерал-майор Хеце, Атар Хеце, который во время проведения операции чуть ли не над душой стоял и говорил о том, что ну примени же ты что-то, чтобы мы прошли без потерь, примени. Ну вот люди серьезные, люди понимающие, волнующие за свою страну, за государство. Учения мы проводили огромное количество, мобилизационных, штабных, с началом боевых действий, какая серьезная мобилизационная работа была, вообще беспроблемно, работали на самом-самом высоком уровне. То есть, долго говорить, народ достойный высокого уважения, занятия проводили на высоком уровне и совершенствовали все, готовились к реальной войне. Я с огромным уважением, вы даже не можете себе представить, прошедшие огни, воды, медные трубы, отношусь к государству, я отношусь к абхазскому народу. Когда была поставлена задача 9 числа нужно ввести войска в верхнюю часть Кадорского ущелья, я один из тех, кто являлся участником этого разговора, Мераб Борисович сказал: вы знаете, мы сегодня проводим нашу операцию, и поэтапно все расписано. Там военная часть, составляющая, силовая, психологическая составляющая и так далее.
Мы начнем 12 августа. Операция фактически была проведена полностью силами вооруженных сил Абхазии. Когда я был назначен командиром первого мотострелкового батальона, ну, задача была, конечно, прикрытие. Мы подготавливали личный состав, тогда у нас срочники были, и вооружение, техники это хватало. Мы не нарушили ни одним движением своим, потому что вся группировка вооруженных сил наши, которые были направлены на Кодорское ущелье, еще резервная бригада 3-я, Сухумский батальон, Афоно-Ишерский батальон. Я сейчас не могу всех говорить, и концентрация вот этих огромной силы оказались перед 106-м постом. Миротворцы стоят, но Закан Владимирович, люди хотят пойти вперед. Но мы не нарушили статус миротворца, пока нет. Нарушила грузинская сторона, она вышла из Московского соглашения нашего, и кроме этого, не только нашего, но в первую очередь она вышла из соглашения с Южной Осетией, и потом уже соглашение с нами. Вот, а дальше Ну и первая разведка боем. Да, я вам 10 приказал числа. провести разведку боем. да, 10 числа Первые раненые, да. да, четверо были ранены. Мы выявили, оказывается, против нас уже артиллерия стояла там. Да, они нас видели, но и даже мы перехват сделали. Фокстрот-1, Фокстрот-2, помните? Самолеты заходили, я что сказал, заходили с запада, а там под скалой этот мост находится. И я прямым эфиром сказал, пускай железная птица, помните, с востока зайдет, и первый же взрыв, и вот провода одна отрубила. И висячий мост оттуда, где этот миномет 120 через реку стояла, тоже, их мост тоже они взорвали. И всему миру мы доказали, что там находились огромная сила вооруженная, иностранные инструктора, иностранное оружие. И то, что они хотели нависнуть над Кодорским, то есть по всей Абхазии, по хребту, это доказывает, что они дорогу делали. Вот Чхалтинский мост и дальше мост, это очень сильный, большой мост, почти как Кодорский мост, они уже почти закончили перевал Адамга. Задачи очень серьезные были. Почти мы взяли документы, смотрели, людей спрашивали. Они там уже вложили в эти две деревни 65 миллионов долларов. Очень сильно работали. Силовые структуры очень сильно работали. В первую очередь я хочу обратить внимание тот подвиг, который совершили наши летчики. Это, не буду говорить конкретно что, но не будь их тоже, так же бы поступили, допустим, как и кое-какие подразделения резерва, и операций тоже не было. Эти летчики шли первые на территорию, занятую противником, хотя мы провели достаточно там артиллерийской подготовки, авиационной обработки. Да, дай бог, спасибо российской стороне, что она оказала помощь там, и стратегической авиации, и тактической авиации, которая наносила удары по этим местам. Не будь наших подразделений, это разведподразделение Министерства обороны во главе с Бесланом Андреевичем Цвижба и группы Гурама Инукоглы, горнострелкового нашего подразделения, которое отвечало на том направлении, за то направление. Когда мне нужно было, чтобы уже пешими пошли люди, я уверяю вас, ни одного человека из резерва я бы не смог заставить пойти впереди, если бы не они, не он, которого я у него попросил 15 человек, и он приходит, я как сейчас помню, в коротких рукавах майки с этим разгрузочным жилетом, и Беслан Андреевич Цвижба
со своими 15 человек, мы, говорят, мы своих людей без себя, без нас мы не можем отправить, мы должны идти впереди. Вот эти 2 человека и авиация провела операцию по освобождению Кодорского ущелья, чтобы вы знали. Я представляю сегодня тогдашнего командующего Аешева Вячеслава Ахметовича и сегодняшнего генерала Гумбат Алексеевича. Мы тогда все были под приказом, любое дело готовы были выполнить за свою родину. Это вы сегодня, генерал Бесов, подтвердил. Здесь тогда много происходило, то, что Россия дала нам возможность очень огромную. И мы со своей стороны не хотели ни перед кем отставать, но после всех этих тяжелых операций мы везде участвовали. Допустим, тогдашнее ущелье, Латское ущелье, мы после всех бомбежки, после его обработки, мы еще раз проходили, смотрели, какую работу провести. На больших скоростях тяжело все заметить. Но, возможно, было видно, что много было хорошо отработано было время. В смысле, обрабатывали хорошо территорию. Это минимум, я пару раз там отлетал, посмотрел, что очень хорошо обработали. Но тогдашний, в смысле, командующий Ешба, тогда по его указанию, много еще операций мы проходили и контролировали, конечно, даже командир эскадрильи был Гумбат Алексеевич, сегодняшний командующий. Были такие моменты, когда как бы мы до 4-й нашей 8-ки, мы сверху как бы контролировали, они вместе с нашей охраной впереди в Закан Владимировича как-то зашли, там какие-то места надо было точно посмотреть. Были посадки делали, контролировали кое-что, короче. Потом по указанию нашего командующего уходили. Был момент, когда Дима Кишмария с российскими представителями, как бы спецназ наш, они заходили, один переход не могли выйти с этого положения, надо было в речку перейти. А чтобы в речку перейти, выйти на территорию врага, нужно было большое время. И вот наш МиГ-8, как говорится, вот, обязан видеть с воздуха, они это заметили. Вот Нурик Гизма был командиром этого корабля Ми-8, он подошел под тенью, чтобы, где деревьев очень много, под тенью, чтобы мог Ми-8 подойти. Это очень опасно, потому что зацепил, он может, и вертушка уже все оттуда не выйдет. Он 2 рейса вот так подвел, колесо, чтобы на тот берег могли спецназ сесть, и он их перевел, 2 рейса таких сделал. Ну, все те случаи, которые были, ну, у нас, допустим, 6 спусков было на российские, поймали, один на меня, я как-то с Божьей помощью ушел от этой ракеты. Это я смотрел, когда Нурик выполнял задание на Ми-8, с той стороны выходил сюда. Как раз в этот момент вспышка произошла. И как раз это я рядом был. Вот то, что с Божьей помощью я от этой ракеты ушел, зато он не поймал. Но все те, которые движения нужно было с абхазской стороны сделать, у нас не было никакой запинки, все вопросы выполняли вовремя и в срок. На тот период я был начальником разведки, и не только приходилось уже как бы выдвигаться, формировать резерв и имеющиеся свои силы и средства, все подготовить. Наши силы были не маленькими совсем, как оцениваемся на данном этапе, говорим. У нас был свой танковый батальон, и войсковые части, и с артиллерией. Тогда у нас восточная группа войск была более как бы укомплектована, и также резерв был призван и укомплектован быстрыми темпами. Как времени мало было, и приходилось выполнять боевые задачи даже без разведки. На тот период мы получили задачу, это все шло одновременно. Вот, например, чем я руководил, 40 человек, отряд специального назначения восточного направления. Мы вот зашли и взяли под свой контроль поселок Джвар, то есть это дорога, которая шла в нашу Сванет, и мы взяли под контроль, но не захватили. Там миротворцы не давали, мы могли отрезать дорогу другими окольными путями, но это нам такую задачу не ставилось в связи с тем, чтобы у противника совсем, чтобы не остался без дорог, путь выхода ему был оставлен. Задача была правильно поставлена, высадка десанта, авиация сработала шикарно. И когда мы зашли на их территорию, взяли поселок Джвар, противник фактически оказался в полном окружении. И тогда приходилось противнику экстренно принимать, естественно, решение, пока совсем дверь не захлопнулась. Вот, и отводить свои войска. Конечно, порой они уходили уже даже не по дороге. Мы наблюдали долгое время за ними, уходили грузовиками вооруженные, но мы их не обстреливали, давали уходить.
отходить мы им давали. Восточное направление, я считаю, на тот период не только там Творческий отдельный полк зашел, тил Сакина, переходя свои перевалы творческие. Я о чем говорю, все эти задачи ставилось нашим генеральным штабом и министром обороны, все, что поставлено было поставлено правильно задача. Исходя из этого, делая выводы, мы, можно сказать, единственная армия в мире, можно сказать, без жертв, освободили твою территорию, получили свою долгожданную независимость. Это сплоченность, слаженность, взаимодействие всех родов войск. Да, погиб случайный наш один воин, но это не в бою случилось, а ранения, да, были в бою, но погибших в бою не было. Разведка, штаб, министр обороны, и все здесь, не только сидящие, отсутствующие, каждый вложил свою лепту. В послевоенный период территория верхней части Кадорского ущелья использовалась спецслужбами Грузии для размещения военных сил и средств. Перемещение диверсионно-разведывательных групп на территорию Республики Абхазия, в частности в Кулрыбский, Сухумский район, иногда и в Ачимчирский район, для совершения диверсионно-террористических актов, которые периодически имели место в указанных районах. В 2006 году, когда под видом полицейских мероприятий ввели войска регулярные в зону верхней части Кадорского ущелья, количественный их состав достигал от 3 до 5 тысяч в разное время. В связи с данной возникшей такой ситуацией после ввода войск, с учетом сложившейся обстановки, учитывая имеющиеся оперативные данные на тот период, председателем службы Ашуба Юрием Шеликовичем были поставлены отдельные оперативные задачи отдельным подразделениям службы. Основные усилия были сосредоточены на получении достоверной разведывательной информации о конкретных местах сосредоточения сил и средств противника, расположения командных пунктов, о намерениях проведения диверсионно-разведывательных акций, выявлению уязвимых мест в обороне Кадорского ущелья, а также выявлению вероятных направлений передвижения противника в случае наступления. По полученным оперативным данным принимались контрразведывательные меры. С данной целью организовывали совместно с Министерством обороны Республики Абхазия разведывательные мероприятия силами спецподразделений на занятую противником территорию. Было налажено взаимодействие с подразделениями Министерства обороны и других силовых структур. Сразу же после ввода войск на базе горнострелкового батальона под руководством Кишмария Мираба Борисовича было проведено совещание, где были определены первоочередные задачи. В частности, взаимодействие с СГБ было налажено с Кулрыбской резервной бригадой, возглавляемой Чагава Тимуром, с горнострелковым батальоном, возглавляемой Инукаглы Гурамом, и отдельной ротой спецподразделения Министерства обороны Республики Абхазия Шаратын, возглавляемой Кишмари Дмитрием, и контакты с миротворческими силами, дислоцированные в филе Верхняя Лата. А впоследствии во взаимодействии участвовали в спецоперации по освобождению Кадорского ущелья. В ходе участия в операции по непосредственному освобождению Кадорского ущелья силы СГБ были направлены на обнаружение и изъятие документации оккупационных сил и выполнение отдельных специальных оперативных мероприятий. СГБ с другими силовыми структурами Республики Абхазия на восточном направлении принимало участие в операции по принуждению Грузии к миру. Те материалы, которые были получены, добыты в зоне Кадорского ущелья в ходе освобождения, обработанные впоследствии, они подтверждают те планы и намерения грузинского военного командования о наступательных операциях в направлении Абхазии, занять горные перевалы, переходы и многое другое. И подтверждение тех информации о конкретных военных подразделениях, непосредственно дислоцированных в данной зоне на период освобождения. Те мероприятия, которые проводились в августе месяце 2008 года, непосредственно коснулись и Государственного таможенного комитета. Хочу заметить, что на тот момент, соответственно, по указанию президента Республики Абхазия Багап Сергея Васильевича было принято решение по проведению военной операции по освобождению верхней части Кадорского ущелья Абхазии. На тот момент, как мы все знаем, была оккупирована территория вооруженными силами Грузии. Как здесь многие, из числа присутствующих уже заметили, соответственно, нам в этой части, не представилось возможным принимать участие в связи с тем, что Генеральный штаб Министерства обороны, соответственно,
проводил соответствующие свои, значит, мероприятия в этом направлении, имели оперативные информации, в том числе, которые, значит, были добыты от Сергеем Анатольевичем, Бесланом Григорьевичем и другими, значит, соответствующими оперативными службами. Нас представили в виде отдельного, значит, оперативного, значит, военного подразделения из числа сотрудников Государственного таможенного комитета, как я сказал, в виде разведывательной роты. Туда вошли, как ранее я заметил, сотрудники Государственного таможенного комитета, имевшие, значит, боевой опыт в Великой Отечественной войны в Абхазии. Значит, мы, Государственный таможенный комитет, данной операции также был привлечен к проведению отдельных военных операций в Гальском районе Абхазии по обеспечению безопасности восточной границы Абхазии. На тот момент председателем Государственного таможенного комитета был генерал-майор Еник Григорий Рожденович. По указанию, значит, председателя Государственного таможенного комитета в городе Гал, значит, в Галском районе был создан оперативный штаб. Начальником оперативного штаба был назначен ныне покойный генерал-майор Миквабия Лаврентий Михайлович. Командиром специального, значит, подразделения разведроты был назначен Ганджария Зураб Тергизович, ныне находящийся в отставке. Значит, в результате чего по указанию, значит, штаба мы направились, значит, выдвинулись к государственной границе Республики Абхазия. В результате, значит, каких-то соответствующих разведных данных мы пересекли государственную границу и вышли на территорию Грузии в районе села Хурча-Шамгона. И закрепились на левом берегу, значит, реки Ингур,